И потом пошла к нам тренером, и сейчас в ее группе там второй партнер тоже здесь где-то сидит, Шуфрат, да, вот Шуфрат рядышком сидит, у них фактически все закрыты точку Б в группе. Круто, круто. Спасибо, очень приятно. Меня зовут Бота Войтенова, я наставник наставников по продажам и продажам на высокий чек. В прорыв, когда я зашла, у меня две ниши было, вот юридическая компания и вот мое наставничество, да. Тогда я запустила только фокус-группу на 5 человек до прорыва. А потом наш тренер Зарин посоветовал мне оставить только одну нишу, чтобы фокусироваться на одном, да. До прорыва я свою фокус-группу, у меня точка А была 1 600 000. После прорыва при просмотре в сторисах 87 человек я сделала 3 900 000. Это моя точка Б, да? И сейчас у меня такой вопрос. Я мама 6 детей, моему грудному ребенку. Когда я заходила в прорыв, у меня не все погодки еще. Старшему 12, младшему тогда было 4, сейчас 8 месяцев. Вот, так как я многодетная мама, вот, при росте, и у меня есть действующие бизнесы, да, офлайн бизнесы и мое обучение, наставничество. При росте бизнеса мы много работаем, как найти баланс, чтобы не жертвовать здоровьем ради бизнеса, и вот также и чувствую, что я мало уделяю детям время, и вот это у меня второй вопрос, да, как вот не жертвовать, да, этим и здоровьем, и вот с детьми, как бы, да, времяпровождения. Спасибо большое. Спасибо большое. Хороший результат, и в семье, и так далее. Все успеваете, молодец. Знаете, у меня есть курс, называется, сейчас он называется «Технология счастливой жизни», «Миссия выполнима. Технология счастливой жизни». Там мы рассказываем про потоковое планирование. И в этом потоковом планировании есть очень шикарный инструмент, называется кластеризация дня. Кластеризация дня это заключается в том, что я день делю на кластеры. Почему день делю на кластеры? Потому что это связано с тем, что там же есть модуль в этом курсе, называется «Управление энергией». Существует у нас 4 вида энергии. Физическая энергия, эмоциональная энергия, ментальная энергия и духовная энергия. Они проявляются у нас по-разному. И самое интересное, что в течение суток у нас разный пик энергии. Это как, знаете, как в телевидении, прайм-тайм, лучшее время, там ставят сериалы, там ставят развлекаловку и так далее. Так и здесь. Смотрите, с 6 до 9 утра я занимаюсь только собой. Я провожу, я там занимаюсь ходьбой, гигиена, кайдзен-час. Что такое кайдзен-час? Это ежедневный анализ того, что я могу еще оптимизировать и эффективность чего я еще могу поднять. То есть от чего отказаться, чем заниматься, какие встречи у меня забрали энергию, какие встречи мне принесли энергию, какие дела у меня забирали энергию и так далее. Это все внутри кайдзен-часа я анализирую до 9 часов. С 9 часов до часу я занимаюсь только принятием решений, анализом, чтением документов и любой деятельностью, требующей от меня умственной энергии. Почему? Потому что такое умственная энергия, сразу по пути скажу. Умственная энергия, в отличие от физической энергии. Физическая энергия, понятно, да, это способность выжимать кинетическую энергию, что-то поднимать, двигать, толкать, бить и так далее. А что такое умственная энергия? Так вот, умственная энергия – это ваша способность концентрироваться. И когда вы устаете, первое, что у вас пропадает фокус. Вы начинаете, у вас внимание рассеивается. То есть вы не можете сконцентрировать внимание. Так вот, умственная энергия – это ваша способность сконцентрировать ваше внимание на том, чем вы занимаетесь в данный момент. Так вот, эволюционно сложилось так, что люди, когда в пещерах просыпались, утром они просыпались голодные, и им нужно было добыть пищу. Им пофиг было до всего человечества, и им пофиг было до развлечений и эмоций. У них утром бодрые, куча сил физических и куча ментальных сил, потому что надо думать, где найти пропитание. Как там завалить какого-то мамонта. Поэтому исторически так сложилось. У нас утром на пике физическая энергия, и у нас утром на пике с 9 до часу ментальная энергия. Поэтому все дела, связанные с принятием решений и сложные решения, надо принимать только утром. Дальше, после обеда, мы уже
если брать исторически, мамонта добыли, у нас ментальная энергия падает, физическая энергия тоже спадает, у нас возрастает духовная энергия. Мы хотим думать о человечестве, о хороших делах, об обществе, мы начинаем понимать, что мы не одни в этом мире, поэтому человек предрасположен к общению. После обеда человек предрасположен к общению. Поэтому в это время я провожу встречи, собеседования, обсуждения, собрания и так далее. Дальше, после 6 до 9:30 духовная энергия падает на спад, уходит на спад, и у вас на пик выходит эмоциональная энергия. Недаром все увеселительные мероприятия вечером происходят. Все свадьбы, концерты, спектакли, цирк, кино. В это время у нас потребность испытывать эмоции. Потому что мы сытые, мамонта утром добыли, мы пообщались в сообществе, прочувствовали, что мы часть сообщества. И теперь нам хочется порадоваться, либо поплакать, но испытать эмоции. Поэтому на вечер с 6 до 9:30 у меня время, посвященное семье, детям и друзьям, с которыми я либо в кино хожу, либо мы кушаем вместе, ну что-то делаем вместе. Таким образом, заведите себе кластеризацию. И, например, когда мне приходит предложение встретиться после обеда, там, в 5:30 условно, по какой-то бизнес-встрече, я говорю, давай встретимся завтра. Я не позволяю заезжать делам на территорию семьи. Так же, как я утром не позволяю встречам случаться утром. Я все назначаю на после обеда. Таким образом, это не идеально держится, но если 80% вы будете придерживаться такого графика, ваша эффективность возрастет, ученые четко доказали, от 25 до 30%. Как они, ученые, доказали? Ученые доказали, что оказывается, когда мы переключаемся с одной задачи на другую, мы теряем 25-30% эффективности. Поэтому они рекомендовали группировать однотипные задачи в одно время. То есть, когда вы приходите решать задачи, лучше сразу решить однотипные задачи, чем пытаться то одно, то другое, то третье. Представьте, вы отчет читаете, потом тут же пообщались, потом опять тут же надо принять решение, проанализировать. Потом здесь надо с кем-то посмеяться или поплакать, посочувствовать. Ну, нереально вот так переключение. Поэтому любое переключение между задачами отнимает у вас 25-30% эффективности. Поэтому научитесь следовать вот такой кластеризации. Я вам привел свою кластеризацию, вы можете сами. Но просто в голове держите, что утром у вас на пике физическая энергия, потом ментальная энергия, потом духовная энергия и вечером эмоциональная энергия. И, соответственно, дела регулируйте таким образом. И ваша эффективность на 25-30% как минимум возрастет, и вы не позволите делам заезжать на территорию семьи. Класс, было очень полезно. Ребята, в онлайне, пока мы переходим дальше, напишите, пожалуйста, 5, если для вас это было полезно, инструментально, и вы это будете точно дальше использовать. И мы сразу пойдем к следующему вопросу. Как вообще настроение, ребят, в аудитории, кто у нас сидит? Как настроение? Я понимаю, что после 2500 человек, которые я сказала, немножко стало, может быть, напряжнее, но я случайно, честно говоря, проговорилась, хотела с Маргуланом Калиевичем поделиться, что у нас очень много ребят, и, кстати, очень многие пишут, что классный эфир с точки зрения, что ребята с нами сидят и задают вопросы, и что выходит очень интересно. Ну, мне тоже приятно, когда живая аудитория. В следующий раз соберем большой зал. Да. И будем тоже так задавать вопросы. У нас же выпускников все увеличивается. Скоро второй поток уже закончится, у нас уже будет большой зал. У нас в этом потоке уже сколько было? 360. 360 человек было в этом потоке, да? Да. Я в свое время, когда закончил юридический факультет, у меня на курсе было 360 человек. Вы уже как КАЗГУ выпускаете. А в следующем потоке у нас уже 200 почти участников. И у нас планка, но у нас максимальное количество людей, сколько мы можем вместить, это 500 человек. То есть, при том, что у нас же люди записываются, у нас очень много кто записался уже, пока проходит собеседование и так далее. Круто. Да. Окей, у нас вопрос зала, пожалуйста. Да.